Добрый день, в эфире новости, в студии Джангул Мырзадова и Шинбекова. Надежные партнеры, давние друзья. Именно это в первую очередь отметили Сооронбай Жээнбеков и Владимир Путин, начав свою беседу в госрезиденции Ал-Арча. Ей предшествовал торжественный прием российского лидера в новом формате. Впервые церемонию приветствия провели на специально выстроенной площадке, отделанной белым мрамором, к которой глава Российской Федерации прибыл на личном лимузине, который иногда используют в своих загранвизитах. Президенты прошагали вдоль роты почетного караула, а после торжественно звучали гимны обеих стран. Это важная часть мероприятия, так как именно церемониал – отличительная характеристика государственных визитов. Вслед за официальной частью главы государств смогли приступить к обсуждению намеченных вопросов, обозначив огромную значимость отношений, сложившихся исторически между нашими государствами. Владимир Путин подчеркнул, что сегодня, благодаря усилиям Сооронбая Жээнбекова, в стране спокойная обстановка, которая дает возможность планомерно работать над решением вопросов социально-экономического характера. Обсудив важнейшие аспекты с глазу на глаз, президенты озвучили ряд имеющихся достижений, а также проблем, требующих решения, на заседании уже в расширенном формате с участием членов делегации и прессы. Разумеется, прежде всего было отмечено, что торговое сотрудничество расширяется. Сегодня обе страны, члены ЕАЭС, за прошлый год доля России во внешнеторговом обороте нашей страны составила более 23%, а в объеме поступивших в страну денежных переводов физических лиц около 98%. Экспорт товаров в Россию вырос за последние 3 года в 2,5 раза и составил 314 миллионов долларов. В большинстве своем это сельхозпродукция и швейные изделия. Владимир Путин отметил, что в стране действует почти 700 совместных предприятий. «Газпром» активно обновляет инфраструктуру и готов и дальше инвестировать в нефтегазовый сектор. Ну а инвестиции в месторождение золота Джируй в общем в ближайшие 20 лет составят 600 миллионов долларов. Военное сотрудничество сегодня осуществляется не только в формате наших двух государств, но и в рамках ОДКБ. С сегодняшнего дня статус объединенной российской военной базы был изменен на более высокий и увеличена ее территория. По словам Владимира Путина, с учетом подписанных сегодня соглашений, это будет перекрестный год кыргызско-российского сотрудничества. В свою очередь, Сооронбай Жээнбеков отметил, что со вступлением страны в ЕАЭС отношения наших государств вышли на качественно новый уровень. Кыргызстан высоко ценит помощь России в размере 200 миллионов долларов на адаптацию страны к условиям Союза, а также находит важным функционирование в нашей республике Кыргызско-российского фонда развития. Отметил наш президент и проводимые амнистии в отношении наших трудовых мигрантов. В первую волну амнистии, напомним, воспользовались около сотни тысяч кыргызстанцев. В этом месяце была объявлена еще одна. Сооронбай Жээнбеков отметил и отмену запрета на ввоз животноводческой продукции. Президент отметил, что наши ветслужбы значительно улучшили уровень оказываемых услуг. Известно, что наша продукция экологически чистая, поэтому кыргызская сторона готова наращивать сотрудничество в сфере сельского хозяйства. Кстати, предприниматели обеих стран ведут переговоры со вчерашнего дня. Олег Панкратов сегодня подвел уже предварительные итоги за деловым завтраком с министром экономического развития России Максимом Орешкиным. По его словам, сумма по инвестиционным соглашениям и экспортным договорам доходит до 6 миллиардов долларов. Самые крупные соглашения, напомним, подписаны накануне в рамках 8-й Кыргызско-российской межрегиональной конференции. Одна из таких договоренностей была достигнута между Госкомитетом промышленности и недропользования с Росгеологией. Названная сумма – 1 200 миллионов долларов. Основное направление – это развитие минерально-сырьевой базы. В рамках этого сотрудничества российский партнер намерен финансово поддержать решение проблемы водоснабжения южных регионов Кыргызстана. Большие планы по совместным проектам с российским энерготехническим концерном «Русселпром» на сумму порядка 1,5 миллиарда долларов. Речь идет о строительстве как малых, так и крупных гидроэлектростанций
гидроэлектростанций, сборки гидроузлов. В ближайшее время, отмечает в нашем агентстве по привлечению инвестиций, в Кыргызстан приедет рабочая группа из России и начнется разработка дорожной карты по реализации меморандума. Центральноазиатская урановая компания готова вложиться в Карабалтинский горнорудный комбинат для добычи урана на месторождении Кызыл-Омпол. Сотрудничество российских железных дорог и Кыргыз-Темиржолу даст возможность построить целую сеть новых железнодорожных путей в Кыргызстане. Уже прозвучала предварительная сумма договоренности, которая может составить от 5 до 7 миллиардов долларов. Окончательный бюджет станет известен ближе к осени. Ожидаемый меморандум определит конкретные технические стандарты и саму финансовую модель партнерства. Сообщается, что на сегодня специалисты обговаривают подготовку ТЭО. В рамках него предусматривается поэтапное развитие железнодорожного сообщения между севером и югом страны, а также по направлению Китай, Кыргызстан, Узбекистан. На основании соглашения Госкомнедр и ПАО «Газпром» планируется направить инвестиции в нефтегазовую сферу. Особое внимание было уделено также отрасли сельского хозяйства и продукции, которая поступает на рынки России. Госагромаркет заявляет о готовности построить в Кыргызстане торгово-логистический центр. Это поспособствует увеличению объема экспорта отечественной сельхозпродукции, в частности мяса. В планах довести объем поставок до 15 тонн в год, а создание логистических центров станет хорошим стимулом для наших аграриев. Ну и безвозмездная помощь на поддержку бюджета республики поступит в размере 30 миллионов долларов от правительства России. По словам помощника Владимира Путина Юрия Ушакова, со стороны России по просьбе кыргызской стороны еще в начале марта было принято решение оказать такую поддержку. 2 года назад, напомним, Россия полностью списала долг Кыргызстана в размере 240 миллионов долларов. В столице завершились первые судебные разбирательства по делу об аварии с участием дочери семикратного чемпиона по боксу Орзубека Назарова. Процесс проходил в Первомайском райсуде Бишкека. Подсудимыми выступают милиционеры, которые 2 года назад погнались за мотоциклом, которым управлял друг дочери известного спортсмена. Один из инспекторов по решению судьи был оправдан, второго осудили на 3 года. Что же касается иска Орзубека Назарова к Министерству внутренних дел, то вместо требуемых 10 миллионов суд обязал взыскать в пользу потерпевших 256 тысяч сомов. Аделина Назарова, напомним, после ДТП в центре Бишкека 10 дней находилась в коме. Мотоцикл, на котором девушка ехала вместе со своим молодым человеком, пытаясь оторваться от преследования автоинспекторов, врезался в легковушку. 21-летний парень погиб. Еще несколько человек получили травмы. Несмотря на наличие видеодоказательств в погоне, обвиняемые правоохранители до последнего свою вину отрицали. 13 человек погибли при крушении вертолета Ми-8 в Казахстане. Трагедия произошла накануне в Кызылординской области, что на юге соседней республики. По официальным данным Министерства обороны Казахстана, воздушное судно участвовало в учениях в составе других боевых вертолетов, летевших из Актау в Шымкент. Все члены экипажа, состоящие из 13 военнослужащих, погибли. Соболезнования родственникам погибших выразил президент Касым-Жомарт Токаев. Сразу после авиакатастрофы глава республики посредством своего твиттер-аккаунта прокомментировал произошедшее, обещая провести тщательное расследование и оказать всю необходимую материальную помощь семьям, потерявшим своих кормильцев. Известно, что комплексные учения проходили в темное время суток при сложных метеорологических условиях. И пока на этом все. Всего доброго и до встречи в эфире.